Сегодня у них особенный день. Учителя с улыбками и объятиями встречают у порога своих бывших выпускников разных лет. Кто-то из них давно завел свою семью, кто-то только поступил в вуз. Но всех их объединяет одно – это приятные воспоминания и благодарность к педагогам интердома города Иваново. Благодаря качественному образованию, которое там давали, я сейчас учусь в юридической академии. И именно благодаря интердому, интердом подарил мне большую часть, 90% приятных эмоций в моей жизни и приятных воспоминаний. И каждый раз, когда даже сейчас приехали учителя, и это очень приятная ностальгия по тем временам. Сегодня они отложили свои повседневные дела, чтобы вспомнить беззаботные годы, поделиться планами на будущее с наставниками и старыми друзьями, с которыми они провели целое десятилетие. Что понравилось в интернете? Свобода, в первую очередь, отношения, условия, там 2 спортзала, бассейн, актовый зал. Отношения прямо шикарные. Преподаватели в плане знаний относятся очень серьезно и ответственно. То хоть там 10 раз подойдешь, не будет никакой агрессии, ничего, объяснят, разжуют, в рот положат. Первые ингушские воспитанники интердома появились в 90-х. Ими стали дети-сироты. Тогда, по указанию руководства Ингушетии, их перевели в Международный центр образования в городе Иваново. Они не подпускали никого к себе. Они боялись контакта. Это дети, которые прежде всего потеряли доверие. И вот вся наша задача прежде всего – это разморозить их, чтобы они вспомнили, что они дети, что они должны играть. И вот нашим коллективом педагогическим мы это делали. Уже через какое-то время, 2-3 месяца, они уже к нам могли подойти и спросить: «Ты когда опять придешь?» Это самый главный был подарок, потому что все, они доверяли. Приютили в интердоме и ингушских детей из 2000-х. Это те ребята, которые потеряли свой дом в Джейрахском районе во время схода селевых потоков. В общем, в международном центре обучалось порядка 400 ингушей. Многие доучились, получили, не только закончили наш интернат, но они получили потом высшее образование практически все. Кто-то живет в нашей стране и работает, кто-то за границей получил еще потом и наше образование, и, например, сестры Бузуртановы, они получили образование еще в Бельгии, в университете Левин. То есть сложилось у всех все очень хорошо. Прийти самым первым выпускникам интердома не удалось в силу разных обстоятельств. Но это не последняя встреча, говорят педагоги. В следующем году интердому Стасова исполнится 90 лет со дня образования. Учителя надеются, что юбилей объединит всех воспитанников, чтобы при встрече бывшие ученики поделились своими успехами, а наставники порадовались за них. Хава Газикова, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.